Сейчас я... В смысле, продолжай. Все, я Я живой человек, поэтому я должен... Мы должны поговорить с людьми честно, объективно, поэтому мы живые люди. Так. Да. По-моему, мы с тобой уже в эфире. Сейчас проверим. Ага. Какие-то... здесь изменить. Я тут по ходу буду записывать, чтобы вопросы, темы не потерять. Потому что я уже не молодой, как ты, не могу кое-что упустить. Так, Ващенец, по-моему, эфире Хальвишух. Все, Ващи эфире Ауко. Так. Ассаламу алейкум, Сюрдикёль Масира. Так, сейчас мы в эфире. Все сообщения. Так, Хамзат Мухез, Алла Мухез, Муго Мухез. Слышно, видно хорошо? Машхуш. Так, Мухез, Алиш Мухез, Хамзат, леди Мухез. Машуоль Бовайшеник, Дикхез, Дикгуа. Ну, Дикгуахирду гушам, картинкам сунаю. Сегодняшний стрим я должен был проводить на чеченском языке, но сегодня мы с Мусой решили поговорить на русском языке, чтобы как можно больше нас людей поняли и услышали. Так, слышно хорошо. Так. Я вас всех приветствую, друзья. Сегодня у нас 12 апреля 2023 года. Со мной в эфире Муса Таипов. И мы сегодня хотели бы обсудить разные темы. Также мы вначале поговорим о разных вопросах, которых я хотел бы, на тему с которой я хотел бы обсудить с Мусой. А потом можно будет вам, друзья, задавать вопросы, и Муса постарается на них ответить, на ваши вопросы. У нас прямой эфир. Вопросы без цензур, можете задавать, спрашивать, что вы посчитаете правильным и нужным. И давайте приступим. Муса, ассаламу алейкум, юва сюрдикёль. Алейкум салам. Сюри буйсюрдикёль массера. Я приветствую всю нашу аудиторию и буду рад ответить максимально искренне, насколько это возможно, на любые вопросы. Все, что касается нашего государства, законности, тех или иных действий различных граждан, которые пытаются или действуют от имени нашего государства. Будем считать это каким-то так маленьким образовательным для тех, кто многого не знает. Да. Образовательным. Да. Также я напоминаю своим зрителям, что эфир идет у нас в ТикТок. Тот, кто сейчас смотрит в YouTube, сможет видеть Мусу, а тот, кто смотрит ТикТок, он может только слышать. Но все будет слышно, звук отличный и все будет хорошо. Муса, я как раз сразу перейду к вопросу по поводу ситуации, которая сложилась вокруг людей, которые представляют или пытаются представлять нас на общественность,
на мировой арене или же там на публичном пространстве. И как мы знаем, я долгое время, ну, наверное, где-то пару лет поддерживал Ахмеда Закаева, поддерживал и планировал как-то помочь нашему движению, нашему делу. И в итоге из-за того, что люди из так называемого правительства Ахмеда Закаева, человек из так называемого правительства Ахмеда Закаева предложил работать мне на российскую разведку. После этого само действие, которое происходило вокруг того, что я разоблачил и написал заявление в прокуратуру здесь, в Германии, по этому поводу, что российская разведка тут пытается на политэмигрантов оказывать давление. И после этого та группа лиц вокруг Ахмеда Закаева начала вести себя очень подозрительно и неадекватно. И я начал потихонечку делать выводы о том, что я оказался в сети людей, которые тесно коллаборационируют с российской разведкой, с российскими специальными службами. И пару дней назад со мной связался Муса. Я сделал, как вы знаете, видеообращение по этому поводу. Я много раз говорил и ранее в стримах своих, и как бы хотелось не навредить никому, и как-то не верилось, что могут быть люди, которые представляют, там, пытаются представлять нас от лица Чеченской Республики Ичкерия. И я аккуратно, взвешенно пытался подходить к этому вопросу, и в конце концов я уже понял, что все это мазано одной краской, и эти люди связаны одной нитью. И в конце концов я сделал видеообращение, как уже отдельное видеообращение. Хотя мои зрители знают, что я неоднократно много раз говорил и об этом случае, о попытке вербовки, и кто такой Ахмед Закаев. Ну вот, когда я сделал видеообращение, записал видео и оставил свой номер WhatsApp, со мной связался Муса Таипов, и мы с ним поговорили на разные темы, и решили сегодня провести стрим. И Муса Таипов был другом, можно сказать, да, Муса Ахмеда Закаева какое-то время. Они вместе работали в правительстве, в наших властных органах Чеченской Республики Ичкерия. И вот Муса мне очень много интересного рассказал, и я предложил, давай пообщаемся, Муса, запишем видео. И Муса говорит, если запишем, то запишем его в прямом эфире, так что мне нечего скрывать. Я сам готов пройти и на детекторе лжи, и который, кстати, мы все предложили эту идею. И мы решили сегодня записать видео в прямом эфире, не на чеченском языке, как я сказал, а на русском языке. Муса, как известно, как ты мне вчера рассказывал, ты дружил, общался с Ахмедом Закаевым, и это ты тот человек, который познакомил Ахмеда Закаева с Джохаром Дудаевым и фактически вел его, я не знаю, наши политические круги, наверное. Так что на тебе тоже есть какая-то ответственность за это. И я хотел бы тебе задать вопрос. Первый мой вопрос. Что это за человек? Как вы познакомились? И вот вкратце, как ты можешь охарактеризовать этого человека? И потом уже перейдем к следующим вопросам. Мы в 1986 году познакомились. Угу. В то время я занимался ремонтом машин, учился заочно. В то время в советское время появилась такая возможность брать, по-моему, лицензию называется, потом кооперация пошла, и вот я оттуда пошел. Вот он как-то ко мне приехал с разбитой машиной, там познакомились, и вот дальше наше знакомство начало развиваться. В то время я был молод, и любой... Это были другие времена, во-первых. В то время у нас не было такой оппозиция там, или еще что-то, любой чеченец, ингуш там.
на любой территории было абсолютное братство. А поскольку я ездил в молодые годы, в том числе и учился где-то там, да, по Российской Федерации, по СССР точнее, то для меня любой чеченец был брат, любая чеченка или ингушка, сестрами были. Такими мы росли. Это была такая, был такой период, идеализировали мы, наверное, излишне. Мы тогда еще не знали, что когда появятся трудности, что многие... Человека узнают, когда появляются трудности. Это как на войне. Вот. Ну и потом как-то он сказал: вы доктор, это мы друзья. Ну, друзья. А когда тебе говорят доктор, есть нахост, это товарищ, есть доктор, это друг, это даже ближе, чем брат, получается. Потом Джахар стал генералом, и вот после этого там я его познакомил, имам Пашу Алим Султанова, его Хакишев Руслан там присутствовал, когда у нас дома отмечали присвоение генерала. С имамом Пашоем познакомился там, Джахар, у нас дома. А как раз тогда я просто хотел отметить, имам Паша Алим Султанов, он был моим другом, настоящим, искренним. Он спел ему песню тогда первый раз в Джахаре, услышал, как седой старик в поношенном бешмете, припав к перрону, землю целовал. И вот тогда Джахар у него спросил, мы сидим за столе такое, под виноградной беседкой мы сидели, как у нас бывает, дом, и, значит, столы стоят длинные, там соседи, мои друзья пришли, вот я пригласил в том числе языка и Ахмеда. И он спросил, есть у нас какие-то политические партии, движения, а имам Паша был вовлечен в эту систему. Я не был, я политичный был. Сейчас многие рассказывают, как они подрывную деятельность вели, как они там заговоры строили, что у них там еще что-то было. Я к этому отношусь с долей скепсиса, потому что у нас не было ничего. У нас появилось зеленое движение, ВДП, зеленое движение и так далее. И вот имам Паша сказал ему, что у нас есть такая партия ВДП, что там Зелимхан Вендерпиев, там остальные фамилии перечислял. И Джахар ему сказал, нужно поехать туда, давай поедем, познакомь меня. И вот оттуда потом на следующий день поехали и познакомились с Зелимханом Вендерпиевым. Но это одна часть истории. А потом, значит, что касается Закаева Ахмеда. Я думал, что я его знаю, я, оказывается, его не знал. Я даже его не знал вплоть до начала. Я его узнал вообще-то в Европе. Ты имеешь в виду истинное лицо этого человека? Да. Потому что, когда вот то, что у тебя в молодости были твои друзья, да, у меня есть такая вредная привычка. Я друзей молодости, которых я знаю, я с ними сохраняю отношения, а к новым я отношусь немножко с настороженностью. Такой жизненный опыт у меня есть, потому что я не знал предысторию, а тех я думаю, что я знаю. Понимаешь, вот. Ну и вот когда сюда приехал в Европу, первым на меня наехал, сначала мы с Ахмедом Закаевым связались, и Закаев предложил мне должность начальника департамента по связям с славянским диаспором, по-моему, было такое название. Это в каком году, Муса? Это начало 2005 года это было. Это уже здесь, в Европе. Да. Я сказал, хорошо, тем более, что мне в моем возрасте языки изучать, там это уже как-то сложно, а с чеченцами там мне как-то легче будет общаться.
Ну и он говорит, вот в такого-то числа, это Абдул-Халим Садулаев был, должен быть указ, и вдруг я захожу на Чечен Пресс, Кавказ-центр, тогда сайтов было мало, Аймох, 3 сайта, по-моему, было, именно, я имею в виду, чеченских. И я захожу, смотрю, Ампукаев Рамзан там назначен на должность. А Ампукаев Рамзан, на нем клейма негде ставить, его знает каждый чеченец. Буквально в смысле слова, его, если с него всю шкуру снять, да, расстелить, нет ни одной точки, да, где можно было поставить печать нормальный, порядочный. Угу. И вдруг его назначают. А Ахмад мне говорит, Муса, понимаешь, говорит, я хотел тебя, говорит, сделать, говорит, начальник департамента, не получилось, там, говорит, Садулаев Абдул-Халим, там кто-то на него повлиял, там, и они попросили, там, поэтому, говорит. Я говорю, тогда я нигде не хочу быть. Нет, ты должен быть представителем, ты имеешь право быть вне власти, там, ты, мол, такой, сякой, комплементарные такие вещи. Я говорю, для того, чтобы быть представителем, я должен знать язык хотя бы в объеме, чтобы общаться с людьми, я языка не знаю. Нет. Переводчики будут, финансирование будет, я все это обеспечу там и так далее. Ты должен. Это Ампукаев, говорит, его всегда потом узнает, потом это там что-то мне. Ну ладно, хорошо. Ну и потом меня назначили представителем, это 2005 год. Ичкерии во Франции, с тех пор я продолжаю. Потом был Докка Умаров, он общим списком пролонгировал. Вот. И на меня первый наезд сделал Ахят Идигов. Я приехал в Париж к нему, и он мне начал, у него тяжелый характер, надо отдать должное, но он прав. Твой друг, это сделал, то сделал. А я не верил ему. Я говорю, не может быть такого. Нет. Ну, я молчал, проглатывал это, поскольку я человек такой, пока сам не убедюсь, я не принимаю это. И где-то там даже немножко у меня неприязнь появилась к Ахляну, когда он там с таким усердием, не с усердием, а пробовал меня там, что называется, прессовал, да? А потом я переехал в Страсбург, дети перевелись в Страсбургский университет, и поскольку это расстояние большое, до этого мы в Париже учились, мы решили с семьей все переехать в Страсбург. И вот туда перебрался. В 2006 году ко мне приехал, есть такой Захар Абуханов здесь. Это он племянник друга Закаева. Забыл его имя, актер тоже довольно-таки известный. Там Бухаров, московский чеченец, там, из тех, кто там делами занимался. Я его видел, но лично, в смысле, близко не был знаком. Он подошел и по домофону меня вызвал. Муса, сейчас, подожди секунду, я вот сейчас хочу перейти к этому моменту. Я более подробно хочу, чтобы ты начал вот с этого момента. Я просто сейчас перескочил с его знакомства сразу к этой теме. Ты уже жил в это время в Страсбурге, и тогда Закаев какой пост занимал, когда вот этот приехал к тебе, Абуханов, министр иностранных дел он был тогда. Закаев тогда был при Докке Умарове, министр иностранных дел. Да, уже Докка был, потому что Абдул-Халим погиб, и когда я переехал, был Докка Умаров. Докка Умаров. А какой это год, когда тебе Абуханов приехал? 6-й год. В 2006 году он к тебе приехал и вызвал тебя на улицу. Да, я ему говорю, зайди сюда. Он говорит, нет, я хотел с тобой лично поговорить. Ну, я говорю, давай, я выйду. Я вышел на улицу, он мне говорит, телефон есть у тебя? Я говорю, есть. Кнопочные такие были. Он берет у меня телефон, свой достает, ложит в свою машину, говорит, пойдем, где людей нет, поговорим, говорит.
телефоны, это прослушка и так далее. Ну, ладно, я говорю, нет, в принципе, что значит терять? Мне прятать нечего. Я нахожусь в европейской стране, не в Москве. Если меня Франция подслушивает, то она не услышит ничего такого, что я скажу против европейских стран, да? Поскольку я здесь гость. Но, тем не менее, телефоны положили и вышли. И он мне, значит, мы ушли в какой-то парк небольшой, там рядом был. Я тогда жил такой район Кроненбург в Страсбурге. И это через одну остановку от ЖД вокзала. И он мне, значит, начал про него рассказывать. Я его немножко послушал, потом перебил его и стоп, Захар. Если ты, во-первых, Ахмад мой друг, говорю, поэтому не говори мне того, что ты не скажешь, став перед ним. Угу. Он говорит, я готов перед ним стать, я более того, я говорит, сам его вызываю, говорит, кили кайк на суд. Угу. Хоть по чеченским адатам, хоть по шариату, без разницы, говорит. Он говорит, такой, там много мне наговорил. А в чем он его хочет обвинить, если вызывает в суд? Ну, то, что он там $1 миллион привез, Захар привез откуда-то там. И он когда ездил в Европу, в то время Закаев не мог ездить. А тогда $1 миллион это 2000... А Закаев в то время не в Европе? Не, это 2001 год, по-моему, был. Или 2000. Ну, Захар здесь находится в Европе, он может сам это рассказать в том числе. Муса, Бехмобила. Деньги, разговор у вас происходит 2006 года, а речь идет о деньгах, которые получены в 2001 году. Да, или 2000, или 2001, ну, я точно не помню, не буду врать. Когда он мне сказал, я ему, Захару, сказал, если ты перед ним, не говори мне то, что ты не посмеешь сказать перед ним. И он мне сказал, я хоть перед ним, хоть по нашим традициям, адат, по шариату, я согласен этот вопрос решить. Более того, я его сам приглашаю. Ну, хорошо. Ну, и я дальше, тогда говорю. И он мне там начал рассказывать, что он привез $1 миллион. В то время $1 миллион, это были, да и сейчас они большие. Лично для меня, для тебя, наверное. Тогда $100 были большие деньги в Чечне. Да, в то время люди ходили там, 100 рублей не было, что у меня когда двоюродный брат скончался, погиб, у меня денег не было заправить машину, чтобы, это 2001 год, уже когда мы в Ингушетии находились, 100 рублей не было, чтобы заправить машину. А что это за деньги были, Муса? Это Березовский, по-моему, Березовский передал их. Кому? Закаеву? Но он якобы на сопротивление их передал. Захар был перевозчиком этих денег. Ага. И вот он говорит, приходит, а я, говорит, простыл, говорит, тут акклиматизация, там переезд, поездки, там простыл, в больнице лежал, и в больницу в Тбилиси приходит, говорит, Закаев и говорит ему, слушай, говорит, эта война, говорит, надолго, поэтому мы должны думать и о себе, говорит, поэтому дальше, в дальнейшем мы будем деньги делить по-другому. 40% тебе, 40% мне, говорит, а 20% эмлой для воинов. На войну. Я говорю, а ты согласился? Он говорит, ну я, говорит, не министр, не премьер-министр, не вице-премьер, говорит, а он же министр, говорит. И мне как-то стало, говорит, если он так говорит, я-то, говорит, ты же знаешь, говорит, Азаев Хамид был, дядя его, актер, друг Закаева. Хамид, вспомнил фамилию, это его племянник. И, говорит, мне, говорит, если он так говорит, говорит, почему я должен отказаться? Говорит, ты мне на совесть не дави, говорит. Я говорю, хорошо. И вот через какое-то время приезжает Закаев Ахмад, с ним был Ярар Абдулаев, Физуль Осман. Осман ушел с этой конторы, точно так же, как и ты. И как же его звали, этот водочник, король Норвегии? Ивар Амундсен. Они приехали ко мне, и мы сидим в зале. Ивар Амундсен
он не был похож на бизнесмена, он был похож... Бизнесмен не бывает с такими холодными глазами, да? Он как чекист нас рассматривал. Мгм. Как он зашел, я помню, как он там просканировал комнату, да? А, кстати, водку он получал, король Норвегии, водку получал из Норвегии. Это после того, как Березовского замочили, спонсором стал Ивар Амундсен. Закаева спонсором? Но не моим же. Да, но может быть кого-то еще. Ну, вот этой вот Мгм. труппы. Театральной. Называют, да. И потом мы посидели, поговорили. И я говорю: Ахмаду, иди сюда, говорю. Соседний комнат завел, я говорю: ко мне приезжал Захар Абуханов, говорю. Он о тебе такие вещи говорил, говорю. И он сказал, что он перед тобой скажет. Он здесь недалеко, там 150 километров город был. Нанси, по-моему, как он называется. Я говорю: я сейчас позвоню, он приедет, говорю. Он говорит: нет, говорит, ФСБ прислало, говорит, его сюда, чтобы меня дискредитировать. Я говорю: ну тем более, ты меня знаешь хорошо. То, что ну, я не позволю ни правоте пройти. Харсу чахлюльта герц. Ты это в курсе? Это ты должен будешь стремиться к тому, чтобы свое имя отмыть, говорю. Мгм. Я им привел пример, как на Идигова Ахьяда, вот это гуляет, якобы фальшивка, да, что якобы Идигов там деньги украл, там еще что-то, голосом Масхадова закинуто. Да. Это тоже будем На обсуждать. совести Анзора Масхадова, который сказал, что так было. Анзор Масхадов точно так же, как многие, как вот мотыльки летят на огонь, да? Мгм. Вот эти наши молодежь, неумные, глупые, доверчивые, летели туда, а потом крылья себя обжигали, некоторые падали, некоторые улетали и уходили разочарованными, да? И он тогда сказал, он подтвердил, что якобы это так. Во-первых, это не так, потому что Ахят Идигов не имел отношения никакого к деньгам, никогда не занимался сбором средств. Это был один момент, когда в Лондоне то ли глава мусульман лондонской общины, по-моему, так назывался, он чек передал на 500 тысяч фунтов. В это время Ахят Идигов, Магомад Абубакар, Ванесса Рейграф, они сидели в зале, а на трибуне сидели Ильяс Ахмадов и Абу Сугаипов, по-моему. И они взяли этот чек. Мгм. Муса, мы к этому сейчас вернемся. Давай по порядку. По поводу вот разговора, который у тебя состоялся уже с Ахмедом Закаевым, который поделил $1 миллион по 40%. А куда делись 20%? 20% дошли до нашей армии? Нет. Он и Захара кинул, и на 40. Никаких нет. С миллионом он в Данию убежал. С этим миллионом. Значит, он все-таки Захару ничего не дал. Ни Захарову не дал, никому не дал. Он в Тбилиси дом купил себе. Кстати говоря, в 2009 году этот дом продавался, двухэтажный дом внизу с магазинами. С магазином, наверное, правильно будет сказать. За 500 тысяч долларов они продавали его. И благодаря, там джамааты хотели его, в то время Имарат был, они хотели забрать, и Мунаев Иса поехал, и как-то там отстоял его. Ну, Закаев, наверное, продал. В то время этот младший брат Закаева находился в Грузии. Тогда еще. Потом он уехал домой, брат Закаева, и потом приехал в Грузию и агитировал чеченцев возвращаться домой, потому что у нас дома есть падишах, у нас все хорошо, но чеченцы ему давали пендали и выгнали его. Кого выгнали? Вот это те времена. Кого? Заки, ваш брат Закаева. Ездил в Грузию, чтобы агитировать вернуться в Чечню. Да, что у нас есть падишах, что у нас есть государство, что у нас все хорошо, что там все строится, развивается, что нам нужно всем вернуться домой. Ну а поскольку там сидели ребята серьезные, они им пендали надавали и отправили его к его падишаху.
Вот после того, как ты встретился с Ахмедом Закаевым, ты говоришь, что вот это Захар сказал, что вот надо было поделить деньги, потом он всех кинул и свалил. Что говорит на это Ахмед Закаев? Что это ФСБшник засланный, да, на Захара? Ну да, он всех, кто против него, называет ФСБшниками. Это вор, это первым вор же кричит, держи вора. Я как-то написал об этом, чтобы я был таким врагом России. У Басаева Шамиля только в первую войну один человек убили, потом у своего отца Салмана живым скальпировали, потом убили его. У Докки Умара сколько родственников были. У Абдул-Халима жену и детей убили. Да-да. У Джахара убили. А этот главный враг России. Его, дай бог, чтобы все честные люди жили в мире и в безопасности. Это главный враг России. Я полностью, конечно, разделяю твою вот эту позицию, потому что именно так и есть. Люди и родственники живут, и они, конечно же, хорошо, что они живы, что с ними все нормально, но мы знаем, что у других возникают очень серьезные проблемы и с родственниками того же самого Аяда Эдигова, которого мы сейчас еще будем обсуждать. Сжигали дома, его родственников сжигали дома и так далее, и так далее. Мы все это знаем. Но возвращаясь вот именно к коррупции, я бы хотел бы сказать, что это коррупция во время войны, которая повлекла за собой и геноцид, и поражение, и оккупацию нашей страны, и геноцид нашей нации. Это является одним из тягчайших преступлений и приравнивается к преступлению против человечности. Именно поэтому я хотел бы вот немножко еще проакцентировать на это внимание, а потом мы с тобой дальше перейдем и на другие темы, Муса. Муса. Давай я тебе одну вещь скажу. Да, дело в том, что первое его воровство я увидел, об этом тогда забыли, потому что бурлила вся республика, да, он был избран председателем Союза театральных деятелей. Кстати говоря, это очень важно. Это была уже типа как номенклатурная должность, да? Он судим был в советское время. Он в партию вступил. Ну ладно, партия. Закаев был судим. В России был судим. Закаев был судим в Советском Союзе в советское время. В советское время. А по какой статье? Не знаю я. Не буду врать. Он один раз проболтался. Он отсидел, да? Или условный срок был? И не в теме я. Отсидел он, не отсидел. Химия была, там вышка была. Или в одиночке он сидел. По-моему, года 2 ему дали. Угу. Но дело в том, что тот, кто сидел, он, для него, тем более актер, люди творческих профессий, инженеры технические там и так далее, научные там, они в партию не могли вступить. Он вступил в партию, в КПСС. Ну ладно, окей, партия прошляпила. Это я потом все вспоминал. Когда вот все это, понимаешь, как вот как шоры какие-то упали у меня, да? Мне это знакомо, Муса. И вот ну, ты тоже шел так же. У каждого своя школа, своя история, да? Да. И потом, значит, его избирают председателем Союза театральных деятелей ЧССР. ЧИР, вернее, тогда, Чечено-Ингушская республика. Но это номенклатура. А номенклатуру проверяют уже КГБ. От внимания КГБ, извиняюсь, такие вещи не уходят. Не уходят. Потом, значит, зашла тема, общественность, там, творческая интеллигенция, там, подняли тему, что нам нужно создать первую чечено-ингушскую телестудию. У нас не было своей телестудии, чтобы снимать фильмы там и так далее. Первым фильмом хотели снять фильм о Абреке Зелимхане. И вот 3 дня, 3 суток в цирке Грозного, ты его помнишь, 3 суток шел телемарафон. Поскольку ты чеченцев, ингушей знаешь, а там любого, кто приносил деньги, показывали по камере. Даже младший брат мне говорит, дай мне деньги, я тоже поеду. Он хотел, чтобы его показали. Он приличную сумму взял тоже. Поскольку по рублям там не давали. Плюс ко всему обком, или как тогда называлось, Верховный Совет, они обязали
и государственные предприятия перечислять на эти счета, на этот счет, вернее, деньги. То есть там собралась по тем временам астрономическая сумма. Заведовали этими деньгами Закаев Ахмед и Татиев Ильяс. И вот когда у нас там я говорю, там деньги собрались, это вся республика видел, кто постарше, кто может вспомнить, там приезжали, Скотар-Юрта приехал, там с Аргуна приехал, Шалей приехал, там мы сидели в карты играли, как обычно, знаешь, ну, как сказать, без задней мысли люди. Вот мы сидели в карты играли, включили телевизор, а тут идет телемарон, мы тоже хотели, мы там что-то там делали, ехали, нам передали, вот мы приехали там. И такие деньги давали, да? Это не было то, что там 5 рублей дали, 10 рублей, там огромные суммы. Я их не считал. Я просто знаю, мы же знаем, война мелкомяшка, когда это касается общей национальной идеи, насколько... Особенно если верят, если в это верят. Насколько щедрые, да? И эти деньги, с этими деньгами, когда вот это началась там, эта власть, Верховный Совет Ченгушской Республики пал, ушел, и Чингушети, и новая власть, УКЧН там и так далее, Закаев уехал в Москву с этим Ильясом Татиевым. И только периодически появлялся. Все, эти деньги исчезли, больше никто о них не вспомнил, а сумма была, опять повторяю, астрономическая. Это еще советское время, правильно? Это уже советское время пало, и вот образовалась наша. Там же не до этого было, да? Там всякие провокации, там это кто о театральных деятелях, кто о киностудии думает. Там буквально в смысле только шла сама организация, да? Национальная гвардия только начала, там добровольцы приезжали, какие-то стихийные митинги на площадях, все кипело там, да, люди со всех сел там, районов приезжали. Зэка сквозанул. В 93-м году мой друг, я сейчас его не буду называть, но он живой, в Австрии живет, он его видел на этом так называемом митинге оппозиции на Театральной площади. Он его знает очень хорошо. Это какой год, Муса? 93-й год, это апрель месяц. Это оппозиция к Дудаеву, к нашей законной власти. Ну, так называемая оппозиция. На самом деле, это коллаборанты и старые кадровые агенты КГБ. Да, когда ИСУ от Семейкова убили, там Желауди, потом племянника Джахара убили, вот это, они просто расстреливали людей там, да? И вот в то время Закаев оказался там. И это мне подтвердил мой друг. Понимаешь? А потом второе воровство. В октябре месяца 94-го года ко мне приезжали актеры, его друзья там просили передать петиции, там, чтобы Закаева назначили начальником департамента культуры. Кстати, я одну вещь отмечу. Ты юрист, поэтому ты знаешь, что это такое, да? Русские его начали называть министром культуры, хотя он был тогда только начальником департамента. Повысили в звании, получается, в должности. Да, то есть они статус повышали. Это я потом анализировал. Ну, министр там, да? В то время, как они там Шамиля называли, там, как они, Шамиля, Джахара называли сумасшедшим, там, Радуева Салмана, там, уничижительные клички давали, а его называли министром культуры. Это в министерстве могут быть несколько департаментов, а это не Госдеп США, здесь другая, да, у нас юридическая, иерархическая система. А они его назвали и Хожи Ахмада Ериханова называли министром образования, хотя он был начальником департамента тоже, высшего образования. Вот этих двух людей они как-то там поднимали. Понимаешь? И вот началась война первая. И мне на счет поступили 50 миллионов, я тоже там министром считался, я в то время, забыл уже как называться, типа Госкомдрагмет российский. Мне 50 миллионов поступило на счет,
и ему 50 миллионов на его департамент. И он мне приходит, уже война идет. Вот она, еще русские уже вступили на нашу территорию, до города не дошли. И он мне говорит, слушай, говорит, давай, ты хочешь деньги обналичить? Я какие деньги? Ну, говорит, со счета ты получил же, говорит, 50, как я. Я говорю, да. Я говорю, в смысле, как обналичить? А Дик Мохаммад, он и сейчас дома у Кадырова, его друг, он тогда был начальник департамента рыбного охотничьего хозяйства, по-моему. Молодой такой, шнырь такой, ловкий. И через его департамент можно, говорит, под 50% обналичить. Я говорю, Ахмад, ты о чем говоришь, говорит? Они все равно пропадут, говорит. То есть государственные 50 миллионов долларов, Рублей. чтобы не пропали. Рублей. Да, рублей, да. Ну, в то время это, ну, зарплата у президента у нас 75 тысяч рублей была. Чтоб, ну, да? Вот он, чтобы деньги не пропали, он себе на карманах поставил, как говорится, да? Третий случай, этот миллион. Это он уже у Ичкерии берет эти деньги, правильно? Это же ичкерийские деньги. И первый, и второй случай, это чисто у Ичкерии украденные. Понимаешь? Ну, а потом, значит, он мне уже, ладно, эти деньги оставим. Ладно бы он воровал бы, но хотя бы преданный был бы идее, да? А потом, когда он отказался от того, что от встречи с этим Захаром. Да, вернемся к Захару. Вот он говорит, что Захар заслан ФСБ и что он с ним встречаться не намерен, правильно? Да. Ага. А твои действия дальше? Я сказал, я говорю, ты меня хорошо знаешь. Во-первых, я говорю, ты же знаешь, что я не позволю, говорю, оболгать там и так далее. Ты обязан, говорю, если бы на меня что-нибудь такое сказали бы, я бы сам бы искал бы этого человека. Говорю, я тебе говорю, что человек готов приехать, он ниц будет бац, и раз хаксующий, то есть я не дам тебе над тобой совершить насилие или тебя оболгать там. Да, в обиду. Он сказал нет. Ну хорошо. И вот тут я как засомневался. Понимаешь? А потом они уехали, я поехал к Ахьяду в Париж, рассказал ему это, и он мне начал все перечислять, все эти факты. Потом, значит, в 2007 году он мне звонит и говорит, слушай, говорит, Ахьяду позвони, говорит. Я говорю, о чем? Для чего? Я его назначу председателем парламента, если он меня назначит председателем правительства. Премьер-министром тогда. Это я в каком? В 2007, когда Докка уже объявил Имарат или еще нет? Докка, нет, тут ложь. Докка Умаров объявил о Имарате в декабре месяце. А Закаеву себя объявил там с Сараляповым в ноябре месяце. Хронологию посмотрите. Да, это я тоже знаю, эту хронологию, как раз, кстати говоря. Хорошо, что это отметил. Откуда тогда, как ты думаешь, они могли знать о том, что Докка, например, как рядовой гражданин, объявит о том, что он возглавит Имарат Кавказ? Откуда такая у них была информация? Не знаешь? Я думаю, что это была спецоперация Габухи и, может быть, задумка Березовского, потому что он ушел был в этих делах, да? Такие многоходовки умел устраивать. И, скорее всего, помнишь, когда они говорили, что 500 миллионов долларов дали там и так далее, а потом они как компромат закидывали кассету Докки, где он говорил, это было одностороннее, это флешка была, это не телефонный разговор, да? А он говорит, обращаясь к Мусе, Масол Оларцинов, да? Атаеву, Мусе Атаеву, который был убит в Турции. Да, и он ему говорит, поедь, говорит, в Нальчике, возьми эти деньги, обналичь, говорит.
извиняюсь, если это ФСБ дает, зачем она в банк перечисляет? Да, я тоже задумался, когда услышал в первый раз это сообщение, я подумал, что за бред. Ну, просто вертолет с мешками, мешки скинет, да, и 50 миллионов долларов, какой караван из лошадей должен быть? Вообще кто-то представляет себе, что такое 50 миллионов долларов? Но это не так Да. много, на самом То есть, деле. нет, 500. 500 Нет, миллионов, да. 500 миллионов Закаев, это 500 килограмм денег. и вот, и эту флешку они как закинули как компромат против Докки. Я Докку тоже хорошо знал, да, ехал Уэллс. Они его развели. Они ему сказали, мол, якобы сделай это, мол, ислам, мы договоримся, там исламские страны, тут же бабки нам это закинут, и тогда там джихад начнется. Они его кинули. А когда уже, а у Докки тоже, у нас же у всех есть такое ослинное, извиняюсь, упрямство. Он уже сказал, да? Мгм. Он же джихад объявил там, всем, их Папуа Новой Гвинеи там, всем каферам там. А он же задний не мог включить, потому что он был такой. Денег не получилось. Знаешь? Мгм. И вот в то время Закаев, перед этим он мне звонит и говорит, чтобы я Идигову позвонил и сказал, что вот он сделает его председателем парламента, Мгм. чтобы... А я его назначил премьер-министром. Я говорю, ты о чем говоришь вообще, ненормально. Во-первых, Аяд на это не пойдет. Он строго следует Конституции, чтит каждую букву, да. Он дотошный очень. Да, да. Очень трудно. Но слава Богу, что он есть, потому что он именно благодаря ему во многом мы не ушли с этого пути. Я имею в виду с нашего конституционного пути, с государственного пути. И да, я говорит, Сараляпова тоже сделал. Он мне даже сказал, как он сделал. Главой администрации у Абдул-Халима был, он называл его имя, не буду врать, я забыл это имя. Он через него подсунул Абдул-Халиму документы, где Сараляпов был записан как председатель парламента. И Абдул-Халим подписал. Абдул-Халим был хороший парень, имам, дарцун, унал, дарцун, но он не сведущ был в государственном праве. Он не понимал, как парламент избирается, как формируется власть, что это разные ветви власти. Он многих вещей он не понимал. И вот я, говорит, сделал Саруляпова. Я говорю, сам позвони, я знаю, что он тебе скажет. Я знаю, что он мне скажет, я говорю. Он меня пошлет, я говорю. Лучше сам позвони. Я, по-моему, где-то в интервью это упоминал, что он все-таки позвонил ему, но он его там послал в сторону русского корабля. Мгм. Но технично. Не так, как украинцы послали. Вот. И тут тогда уже не было выхода. Он провозгласил себя через Саруляпова премьер-министром и пошло-поехало. Муса, подожди, Собордила. Получается так, что вероятно, что понимая, что проект Имарат Кавказ, а как я, например, по моей информации, я близко дружу с людьми, которые были с Доккой Умаровым, до конца рядом с ним были. Докка Умаров где-то полгода отказывался вообще от каких-либо должностей и говорил, что он ничего не хочет, сейчас МЛУ, я буду чисто воевать и не хочу никакие посты там занимать и так далее. И тут кто-то за 2 месяца или за месяц, за 2 знает о том, что будет объявляться Имарат Кавказ и уже планирует под вот это событие какую-то свою акцию, получается, какую-то должность хочет прибрать. Фактически, если так исходить, мы пока только предполагаем, для этого нужна отдельная комиссия, которая будет расследовать обязательно действия вот этих лиц. Получается фактически, что самоотстранение Докки Умарова от президентства и возглавление им там какой-то там организации готовилось одновременно перехват от той инициативы, той власти, которую Докка фактически оставлял. Вот так это выглядит.
Я тебе одну вещь расскажу, чтобы ты понял суть его. Это в 97-м, по-моему, году было. Я к нему приехал на работу, он тогда министром культуры был. Я ему сказал, тогда у нас началось такое, в конце 97-го года это было. Такое, знаешь, признаки мракобесия пошли у нас, да, первые признаки. Ага. Даже не первые уже. И я ему говорю, слушай, я говорю, ты видишь, что наша власть делает? Ну, власть делает. Я ему, значит, я сейчас не помню, если надо будет, вспомню, все это могу описать, да. Я говорю, первое, второе, третье, четвертое, видишь, алгоритм этот. Если мы действительно хотим быть, хотим жить в суверенном независимом государстве, то все действия власти нелогичны. Но если мы хотим вогнать народ, говорю, в новую войну, кинуть ее в огонь, пламя, то тогда все ваши действия логичнее, я сказал. И он говорит, а что, ты что, как ты можешь? Я, понимаешь, говорит, я там ничего не решаю. Я ничего не решаю. Ну, если ты не решаешь, говорю, я когда говорю, Гилаев Хамзат Твацер, я ему когда сказал примерно это, да, он сказал, я сказал, если ты ничего не можешь изменить, если ты ничего не решаешь, хотя бы уйди, не пачкайся, я сказал. Это живые свидетели есть. Мы сидели не буду называть его, там Дудаев Лечи был, Стамиров Айса был, Салауди Абдулаев был, там еще люди были. Некоторые дома даже, да. И он сказал, я не один это решаю, давай, говорит, я посоветуюсь с товарищами. И он потом где-то через неделю сел, сделал заявление об отставке. Он никого не ругал, он просто сказал, что был в такой ситуации, что вся вина, я сказал, Бамут, Сара, Ачхой, Орехово, Ямникутер. Они все три села были снесены. Ничего для этих сел вообще не делалось. Я говорю, уже потихоньку, а тогда Гилаев Хамзат был вице-премьером по строительству. Я говорю, потихоньку начинаю на тебя бочкой катить. Если ты ничем ничего не решаешь, тогда уйди, я говорю, с этой должности. Он сказал, хорошо, и через неделю где-то он сделал заявление и уволился с должности. Я говорю, Гилаев так поступил. И мне Закаев мне сказал, если я уйду, обо мне все забудут. Вот эта фраза. Понимаешь? Кто-нибудь забыл о Гилаеве? Нет, кто-нибудь забыл об Аксанове? Кто-нибудь забыл об Асаеве? Кто-нибудь забыл о Радуеве, о Гирееве? Ну, сколько у нас братьев, да, ушло? Их не забудут, потому что они уже внесены, да, память, да, золотыми буквами, да, что называется, нашего народа. Совершенно верно. Они забудут, я не сказал. Понимаешь? Ну, я посидел, думаю, что тогда делать? Уехал я. Там было много до этого, Муса, много да, эта тема, я думаю, не на один стрим у нас с тобой, это нужно будет еще обсуждать разные темы. Мне вот важен момент коррупции, потому что это тягчайшее преступление, и если есть этому, например, тот же Захар, он, как ты думаешь, он готов был бы дать показания по этому поводу, по этим деньгам, там, по другим моментам, которые имеются в виду? Да, здесь в интернете есть его заявление, можно его постараться, это, по-моему, Ницца где-то живет. Главное сейчас, чтобы мы его под угрозу не поставили, а то как свидетеля его потом могут сейчас... Я не думаю, что он испугается, он не из таких. Понятно, что не испугается, но есть, можно просто совершить подлость по отношению к нему разными лицами. Дай мне минутку, я хотел бы кое-что зачитать по поводу вот того преступления, чтобы было понятно, насколько тяжко это преступление. Тут я немножко набросал, и буквально 2 минуты. Преступные действия лица, занимавшего высокую должность в государственной структуре во время войны. Этот индивид присвоил средства, предназначенные для военной поддержки, что привело к разрушительным последствиям для его страны и населения.
Из-за недостатка ресурсов, вызванного коррупцией, страна не смогла эффективно вести боевые действия и защищать... Сейчас, одну минутку, Муса. Я сейчас... Особо дела. Сейчас. Делаешь? И защищаться от агрессии. Да, я сейчас просто начал не с того, с чего хотел. Одну минутку буквально. Я думаю, что главное не коррупция. Не в обиду будет сказано. Ну, она тоже очень... Не, она важна, она разрушает сердца, да? Но бывает такое, что коррупционер, да, хотя бы исходя из своих личных интересов, боясь потерять свой бизнес, да, начинает защищать территорию, на которой он проживает. Значит, у этих людей, которые не защищают территорию, значит, они не считают свою территорию, бизнес их находится не в этой стране. Совершенно верно. Ну и даже речь идет не о маленькой коррупции, когда ты, например, занимаешься какими-то перевозками денег, а мы, как мы знаем, люди, которые занимались финансированием, сбором денег, эти люди были первые, которые ставились под прицел российских спецслужб, и их родственники, они сами атаковались. Я просто как юрист, который занимался некоторыми делами, я знаю, что эти люди вызывали особый интерес у российских спецслужб, и они первые попадали, и у них возникали проблемы, вообще непредвиденные проблемы, и они могли иногда что-то там взять, но речь не об этом, речь идет о полном хищении всего, о чем ты только можешь дотянуться. Я тебя подкорректирую там. Дело в том, что эти финансовые потоки, если направишь в правильное русло, да, вот есть честное, объективное, патриотическое сопротивление, да, и если ты эти потоки, вполне возможно, и так оно и было, да, собираются где-то там в странах, да, если эти финансовые потоки направишь в сторону тех, кем ты манипулируешь и управляешь, то ты уже выигрываешь. То ты уже манипулируешь и управляешь. Да. Ну, дай мне 2 минутки, Муса, сейчас я буквально закончу. Вот я просто начал читать, закончу. Выражая глубокую озабоченность относительно поступков чиновника, занявшего важную государственную позицию в период войны, скажу следующее. Данный индивидуум присвоил средства, выделенные для обороны Чеченской Республики Ичкерия во время агрессивной войны России, что повлекло катастрофические последствия для чеченской нации. Из-за отсутствия средств, вызванного коррупцией, чеченская армия не смогла успешно вести боевые действия и обеспечить безопасность граждан, что привело к военному провалу, оккупации и массовым страданиям чеченского народа. Множество невинных людей стали жертвами незаконного лишения свободы, пыток, зверских преступлений со стороны фашистской РФ. Такого рода преступления квалифицируются как преступления против человечности согласно статьи 8 Римского статута Международного уголовного суда и нарушают Женевские конвенции, регулирующие правила защиты гражданского населения во время военных конфликтов. Такие деяния противоречат основным принципам человечности и моральным ценностям. В связи с этим чиновник, занимавший ключевую роль в государственной структуре, должен быть привлечен к уголовной ответственности за совершение тяжких преступлений против человечности. Ответственный за эти преступления должен предстать перед судом и осужден согласно международным и внутренним законодательствам. Действия данного чиновника, причинившего колоссальный ущерб Чеченской Республике Ичкерия и ее жителям, а также подорвавший основы международного права и моральные нормы. В случае предъявления достаточно доказательств коррупции и в зависимости от обстоятельств и степени причастности, такому лицу грозит тюремное заключение вплоть до пожизненного лишения свободы, штрафы, конфискация имущества, а также лишение права занимать государственные должности в будущем. Важно подчеркнуть, что в случае подтверждения доказательств данное дело
будет иметь огромное значение не только для восстановления справедливости и возмещения ущерба чеченскому государству и народу, но и для укрепления веры в правосудие и справедливость. Это также послужит предупреждением для других чиновников и политических деятелей о том, что коррупция и преступления против человечности не будут терпеться и будут преследоваться по закону. Исходя из обстоятельств, призываю всех заинтересованных людей, а также международное сообщество и правительство США активно сотрудничать в расследовании и предоставлении информации, которая может способствовать выявлению правды и возмещению ущерба, нанесенного коррупцией некоторых чеченских чиновников во время русско-чеченской войны и преступлениями России против человечности в Чечении. Наша цель обеспечить справедливость для всех сторон и вернуть надежду на то, что никто, независимо от своего статуса или положения, не сможет уклониться от ответственности за свои преступления. Мы будем продолжать бороться за права и свободы каждого человека, укреплять международное право и стремиться к миру и справедливости для всех. Аслан Арцуев, председатель Human Rights Center Ичкерия. Продолжаем, Муса. Я просто хотел сделать это объявление, потому что то, что ты говоришь, это очень важно. И важно, чтобы такие люди не оказались ни в коем случае втянуты, допущены близко к финансовым потокам, потому что это грозит для нас очередной катастрофой. Кстати говоря, Муса, еще один, сегодня вот Кавказ Реалии сообщает, что некий представитель театральной труппы, играющий роль премьер-министра, подарил или наградил сувенирами в виде ордена Джохара Дудаева и Оман-Си Владимира Зеленского. Что ты по этому поводу скажешь? Ну, во-первых, они оскорбляют наш народ, даже те, кто это принимает. Это до того должно быть, кто такие эти награды принимают от самозванцев, сами знают того. Это все равно, что я орденом Януковича награжу. Или, допустим, украинцы меня наградят орденом Януковича, я приму его? Нет. Это говорит о политической неграмотности или о том, что эти люди коллекционируют значки какие-то, памятные сувениры. Там один момент, Муса, освободил. Там один момент. Лично Зеленскому он не передавал, передавал через начальника ГУР Буданова. И Буданов... Я видел это все, я эту историю посмотрел. Этот Буданов стоит и Зеленский, если это не фотошоп, и показывают это. Они что, не знают, что в странах есть конституция, законность? Они не знают об этом? Они что, нас считают за папуасов? Они думают, что какой-то выйдет там в перьях, там раскрашен, да он закричит, скажет, что он вождь, и чеченцы его примут, что ли? Может быть, это украинцы примут, чеченцы не примут. Может быть, у них нет правовой культуры. Может, они не знают, что такое законность. В том числе этот и Зеленский, и Буданов, и все остальные. Мы знаем. Мы знаем, что такое государство, мы знаем, кто такой достойный, мы знаем, как избирать. Как избирают, и кого избирать. Это вообще позор был. Мне не стыдно, что этот артист дал. Мне стыдно было, что они стали. Они что, значки собирают? Или марки там, филателисты, они кто там, нумизматисты, как их называют? Нумизматы. Да, нумизматы. Это позор. Мне стыдно было не за нас, мне стыдно было за них. За них стыдно. Знаешь, я как понял, да, я вообще не пойму украинскую политику. Я вообще в последнее время перестал ее понимать. Как мне один сказал, знаешь что, один представитель украинских властей, первого я отправил в адрес русского корабля, он, как я потом узнал, СБУшник. А второй мне сказал в приватной беседе, Муса, говорит, ты понимаешь, в чем дело? Говорит, мы говорили в начале беседы, да? СБУ взял его под контроль, говорит. Кого? Где? Закаева. Угу. А СБУ сегодня филиал российского ФСБ. Пусть мне кто-нибудь скажет, что это не так. Понимаешь, говорит, это говорит, СБУ его курирует. Говорит. И на телеканалы СБУ подает журналистам, ну, не прямой указ,
подконтрольные СМИ, у него брать интервью и так далее. Муса, Ничего случайного в этом мире нет. конечно нет, я согласен. Мы знаем, что руководитель СБУ сбежал в Россию, и что чеченцам, которые защищают с 2014 года Украину, носили санкции, выдавали чеченца, ингуша и так далее, и так далее. Это мы все знаем. Знаешь что, Муса? Справедливости ради я скажу вот одну вещь. Когда я сюда приехал и начал искать людей, кому нужно примкнуть, а я имел такие, я не знаю, искренние побуждения для того, чтобы хоть что-то сделать, понимая свои знания, свой какой-то опыт внести в наше дело, у нас уровень информационного освещения нашей ситуации очень низок, очень плохой, я скажу. Я тебя перебью, Сабрила, я тебя перебью. Почему? Потому что ты тут уже на меня договариваешь. Я с 2006 года сайт Ичкерия.Инфо веду. Нет, я не на тебя наговариваю, Муса. Стоп, 1 минут. Первым, который, знаешь, экстремистским признали сайт, не Кавказ-центр, а Ичкерия.Инфо. И как мой канал реалити тоже признан экстремистским и запрещен на территории России. Вы каждый приезжаете, вон, Джамбулат там, в 15 году он проснулся, ты приехал, никто ничего не делал. А мы что тут, кукурузу охраняли, что ли? Ошудить. Ох, закар, далят, охарлилось, хатун, далят, ходят. Лично, то, что я первый сказал, нескромно это. Алят, вот Аллер, Совар, Хаваш, Сербия, вот Салмбек, Амай, вот Магомаду, Марбек, вот Шот, Покашкус. И этот сайт Ичкерия.Инфо первым был признан экстремистским, хотя не было на этом сайте нет ни одного экстремистского призыва. Майами, в штате Майами, представь себе, когда его признали экстремистским по часовому поясу, да, если ты проследишь, в штате Майами меня лишили хостинга. Штат Майами исполнил решение Засвияжского суда Ульяновска. Угу. Ульян, только там, наверное, как раз в это время Шаманов был губернатором. Муса, в Майами же не был губернатор Шаманов. Конечно, не был. Но они тогда дружили очень сильно. Шаманов приезжал и фотографировался в овальном кабинете. Я расскажу еще. И каждый из вас приезжает, говорит, мы посмотрели, мы не видели. А вы не видели, вы как, я это говорю, мы уже говорили это. Я опять там на повышенные тона перешел. Надо мне снизить тон. Вы как эти бабочки, да? Ничего страшного, тебе можно, ты старше. Дело не в том, старший должен быть, наоборот, спокойнее. А я какой-то такой неформальный старший, контужный. Муса, я полностью согласен с тобой. И это не в твой огород камень. И не отдельно тебе это говорится. Это говорится нам всем. Всем, которые нас сейчас смотрят. Всем, которые нас не смотрят, а завтра посмотрят. И всем, которые вообще даже нас не посмотрят. Которые сидят и ничего не делают. Недостаточно одного твоего усилия. Недостаточно усилия других. Я могу за себя засвидетельствовать и также пройти на полиграфе, что я искренен был в своих побуждениях и хотел помочь своему делу. И мне объяснялось так, что это просто старые из старой гвардии товарищи, просто между собой у них какие-то личные какие-то дела. Для меня вы все были на одной стороне, и вы защищали интересы Ичкерии. А то, что у вас какие-то между собой разногласия были, меня это не волновало, не касалось, и я думал, мне нужно помочь делу. Я не знал ни Таипова, я не знал ни Закаев был последний человек, к которому я хотел подойти. Валлахи, был я Хусейну Исханову. Я тебе вопрос задам. Какие у меня разногласия с Закаевым? Я не знаю. Нет, стоп, ты сказал, у вас разногласия были с Закаевым. Это обвинение. У меня ни с кем нет разногласий. У меня есть одно разногласие. Кто за Ичкерию свободную и кто против нее и действует в интересах врага. Все. Вот. Я не говорю, что у вас они были, эти разногласия. Я говорю, что я так подумал. Вероятно, что у этих людей между собой какие-то старые гвардии люди, и поэтому, наверное, Закаев делает дело, у него там есть везде какие-то там люди, которые
причем тоже нужно отметить, Хусейн Варсо первый все объяснять. Динага очень спокойно меня выслушивал, не кричал на меня, не ругался со мной. Хотя я очень говорил колкие вещи, очень резкие вещи я говорил. Я спросил: Хусейн, все говорят, Закаев предатель, что он работает на русских. А и вот как мне быть? Он сказал: Аса, если он будет работать на русских, вы и сатирующих дамауэл. Все, мне этого было достаточно. Я тогда, Хусейн отвечал мне на вопросы, в отличие там, от многих и от меня самого, не повышал голос. А это важно, когда человек хочет найти какие-то контакты. Оказалось, это важно для этого. А на самом деле, конечно же, я потратил свое время, потратил свои усилия на это все, но с другой стороны, я считаю, что этот опыт для меня тоже полезен и полезен для нашего дела, потому что я сам лично убедился, как ты говоришь, что тебе нужно самому убедиться в этом. Я сам убедился, мне самому сели люди в машину, человек в машину, предложил лично мне работать на русскую разведку, чтобы я прекрасно понял, с кем я имею дело. Поэтому вот после этого я начал дистанцироваться от этих людей и, соответственно, дистанцировался. Сейчас мы с тобой ведем диалог. Вопрос. Если ты не работаешь на чеченский народ, то на кого ты работаешь? Я не о тебе говорю, вообще, каждый себе. Если ты не работаешь на свое государство, если ты не работаешь на свой народ, значит, ты враг этого народа. Совершенно верно. Значит, ты не из Значит, ты против работаешь. Да, да. Каждый, кто не работает в пользу своего народа, он работает против этого народа. Это одно. Теперь, значит, самое интересное, да, ладно, там бывают необразованные люди. Или там технарь бывает, он не разбирается в праве. Или бывает там, я не знаю, там писатель, он умеет писать там стихи или еще что-то. Но каждый чеченец, если он чеченец, должен прежде всего изучить законы своей страны. Понимаешь? Если он не знает своих законов своей страны, то кто он? Помнишь, когда паспорта ЧРИ, Исхана Хусейн продает их, они как обманули в Польше людей, ты в курсе? Если, говорит, у вас этот паспорт будет, то вы в любой стране европейской получите, говорит, убежище. Представь себе. Да, я знаю. Это сувенир. У Адама Боровского эти сувенирные блокнотики печатали себестоимость там 1,5 евро и продавали их через интернет по 60 евро. И даже больше. Понимаешь? А Джамбулат Сулейманов, да? Я не знаю, ты слышал, но нет. Я не его приверженец, но он иногда говорит правду, к счастью. Как его на территории Германии остановили, нашли у него в чемодане вот этот паспорт, и уголовное дело у него было возбуждено за подделку документов. Когда он сказал, что сувенир, он сказал, сувенир дома лежит, где-то там на полке. А это подделка документов. Понимаешь? Они у них все, до чего они коснутся, это вот как в дерьмо превращается. Ордена, медали, паспорта, председатель правительства. Никто не задает себе вопрос, а председатель правительства у нас может быть или нет? У нас председатель правительство возглавляет президент. И любой, кто говорит, что он председатель правительства, он говорит, заявляет, что он президент. Понимаешь? Главнокомандующий. Министр обороны назначает. Главнокомандующий, верховный, низховный, среднеховный. Понимаешь? Они вообще охренели, звания раздают. Ну, я могу сказать за Хусейна Исханова, что отсаги Сундаль Цаумдац, этот человек не имеет денег, я могу сказать. Ну, он дал он написал, что они приезжали ко мне в Страсбург на разборке, и что я убежал. Это была такая наглая ложь, чтобы я от таких убегал. Ну, я сейчас не об этом. Да, сейчас я вообще говорю, он написал в Фейсбуке это. Соваддуц, хава-хава-этайс. Я, говорит, убежал, говорит, у меня 32 человека только в квартире сидело, и на улице молодежь стояла. Человек, который, не знаю, человек, который соврет в мелочи, с легкостью соврет в крупном. Он сейчас открыл демократическую партию. Ты слышал о том, чтобы он сказал, что Закаев не прав, что он не... Как может глава, он себя тоже
у них вообще мания, они себя провозглашают главами партии, там, вот как, ПУМСОК партия, вот тут демократическая, у них демократическая. Как может демократ не знать законность? Как может демократ не знать, что такое закон? Но не всегда демократ может знать. Как избирается власть? Как может демократ не знать преемственность, что такое власти? Это вообще нонсенс. Либо ты не демократ, надо слазить с забора. Муса, Хусеймович Тамахин, в данный момент. Это нужно выяснять, разговаривать. Я о России не говорю. Я говорю о том, что этот человек нечестный. Потому что он соврал. Он соврал прилюдно в Фейсбуке. Понимаешь? Ну, если о тебе скажут неправду, тебе будет приятно? Обо мне каждый день, мне вот сейчас пишут неправду. Пишут днем и ночью про меня неправду. Я уже привык, Муса. Ну давай вернемся. У нас осталось буквально 15 минут за полтора часа до окончания нашего эфира, Муса. Хамара даста нуго, и тебе нужно и Мара даста зуо, просто химель. Химель Ашво. Поэтому у нас 15 минут. Друзья, вы можете сейчас писать комментарии. Вот эти 15 минут Муса ответит на ваши вопросы. Я буду зачитывать. И вы сможете задать вопросы, какие вы пожелаете. И Муса на какие посчитает нужным или сможет вам ответить на ваши вопросы. Я здесь еще... Перед этим я поступил... Я не сдержан. За это прошу прощения у всех. Это у многих такое есть, тем более с учетом твоего возраста и той деятельности. Пишите ваши комментарии и, друзья, можете... Муса, как его фамилия? Муса Таипов, Ютин фамилия, Вайт. Его фамилия Таипов Муса. Муса, какие должности, посты ты занимал? И сейчас какую должность, пост ты занимаешь или не занимаешь? Моя должность всегда и везде была свободный чеченец. А в государстве первоначально Джахар был в охране Джахара до того, как его избрали. В советское время, если оттуда идти, инженером, старшим инженером был, замначальника отдела был, главный теснаб Госкомнефтепродукт. Потом оттуда ушел. Финансовое положение было плохое, отец умер. Я устроился учеником на техстанцию, на садовую техстанцию есть такая. Потом открыл свой кооператив, был членом президиума управления Союза кооператоров ЧИР. Последние какие ты должности занимал, Муса? Последняя должность, во времена Джахара был министром, а во времена Масхадова я был начальником управления бытового обслуживания местной промышленности. А после Джахара? Сейчас, после Джахара начальник управления, городской департамент бытового обслуживания местной промышленности. Возглавлял городской избирком во время выборов. Так что... Все. Первого представитель командующего северо-западного направления Арсен Авахов в штабе, у него там, в основном штабе, там оппозиции проверяли, ездили там и так далее. Во вторую войну, после выхода из Грозного, в Ингушетии я сильно простыл в горах, то есть у нас в горах. Долго лечился, месяца 3, по-моему, если больше. Вот такие дела. Был направлен Масхадом во вторую войну. Кстати говоря, главой делегации в Грузию. Правда, я доехал до Грузии, через Панкиси. Постоял, и я назад вернулся, отдал документы тем, кто были со мной, сказал, что я не поеду. У меня брат один остался, на Вене. Назад в город вернулся. Вот такие дела. Муса, здесь следующий вопрос. Спроси у Мусы, какой орган в Европе, по его мнению, представляет Ичкерию? Есть только один орган, коллегиальный орган. Это он состоит из исполнительной, судебной, прокурорской и законодательной власти.
с депутатов всех, мы создали коллегиальный орган власти, президиум правительства Чеченской Республики Ичкерия. Его назвали, это временно, легитимно. Никто из нас министром себя не назначил, никто из нас никакую должность не присвоил. Совещательный орган. Как называется он, Муса? Президиум правительства Чеченской Республики Ичкерия. А кто руководит им? Кто руководит? У нас нет руководителей, у нас ротация происходит от совещания к совещанию. Туда входит Ахьяд Эдигов, Аллудаев, Хаваль Сербиев, я туда вхожу. Махарбек Магомадов. Ну, не обязательно, если Цацбеш, если это опасно, не произноси всех имена. Некоторые фамилии им... Не называй. Мы уже засветились, поэтому нам проще. Ага, отлично. Это очень хорошо, что существует. Хаваль Сербиев, у нас генеральный прокурор, кстати, есть. У нас генеральный прокурор назначает парламент. Он назначен нашим парламентом. Муса... Да, отлично просто. Если есть генеральный прокурор, это самый важный, например, на сегодняшний день. И по поводу вот этой коррупции было бы неплохо сейчас назначить проверку, и если есть факты, возбудить по этому делу, по этому факту уголовное дело по факту коррупции и других тяжких преступлений, которые совершают разные представители труппы. Следующий вопрос, Муса. Как ты видишь выход из национального кризиса власти? Задает Саид вопрос тебе такой. Дело в том, что на этой маленькой территории мы хотим построить какой-то небоскреб. Поясняю, на первом уровне Ичкерия, которую создали, демократическая Ичкерия, да? Которую создал наш народ. На втором уровне кто-то там решил там шариат ввести, на третьем уровне там исламское государство, на третьем уровне там появляется имарат, на четвертом уровне халифат, а на пятом уровне мы сразу рай, что ли, построим. Земля только одна, нам на ней жить, а человечество не придумало ничего другого, человечество, кроме демократии. Демократия не в том смысле, который сейчас здесь специально проталкивает под видом этих, как их там называют, эсэахкрыш. Демократия – это право народа решать свою судьбу, избирать лучших, достойных. Понятно. Вопрос в том, как ты видишь выход из этой ситуации. Как ты видишь? Поддержка президиума правительства. Ты сказал как-то, ты приехал сюда и искал людей. Да. С кем стать. А я не искал людей, с кем стать. Я искал правоту. Понимаешь? Не обижайся. Я не обижаюсь нисколько, Муса. Просто ты начал с первых дней, а я начал только когда пришел. И для меня вы все были правы. По крайней мере, вы так заявляли все, кто здесь находится, представляясь ичкерийцами, там, вахабистами, имаратчиками там, или другими третьими. Вахабисты аль-Сац Болчан, хасцахиты, цундель, халмагитлаш ишталар. Но речь не об этом. Поэтому, Муса, я искал правоту. И именно за то, что я искал правоту, я делаю то, что я сейчас делаю. А я не пошел по неправоте. Но это не обо мне сейчас речь. Пойдемте дальше. Выход, поддержка президиума правительства в лице вот лиц, которых ты, фамилий, которые ты назвал. Правильно я так понимаю? Выход всегда бывает только там, где вход. Вот как ты пошел, так ты должен выйти. Из тупика выходит только назад идут. Мы зашли в этот тупик. Теперь мы должны вспомнить, что у нас есть Конституция от 92 года. В лесу Конституцию даже самые лучшие воины не меняют. У них нет права на это. Это нелегитимно то, что это сделали, это даже не обсуждается. Мы возвращаемся к 92-му, я готов даже к 97-му Конституции вернуться, но до принятия военного положения. Сабрила. У нас Конституция 92 года были приняты поправки. Поправки. Да, а Конституция 92 года. 92 года, да, я об этом и говорю. Так, свободил вопрос, что куда выстроили так, за демократию получает Барт Хильбиз, Кегмерз, Умнаш, Элкшцауч, Бог, Чечня, не Россия. Салам маршал, Дума Сарга, Муса, Марш, Вога, Ильбоик, Чириину.
ديلي سلاماشو ديلي سلاماشو تسام دا درس كز مز كم شتاستش وقت بوقت خناق ام دوقش مت خناق كز مز كم داتس ويتشر سأجرود ياتس نير أجرود ياتس ويتشر بتشال قام ده تخنا وقت وشو سب تقولي وقت سو قام دوق Су Уицек Закаева, Су Уицек Шау из Чеченской демократической партии представитель Амел Гашук. ну, Это наш парень, он просто задает вопрос. Когда мы говорим о законности и праве, это нельзя называть мелочью. В законе и праве мелочей не бывает. Ну, что-то более бывает весомым, что-то менее, и Бог. Так я согласен с вами обоими. Хо не слю бар богцуш. Ши и мухуль не слюш альшдала. Wallah хо амлю не барцу. Цуни, давайте сегодняшний наш стрим проведем, Муса, так, чтобы мы пришли к какому-то консенсусу, какому-то единению, да, Муса? Я предлагаю одно, с чем я согласен абсолютно, да? Составить какие-то вопросы на то, что ты предложил, детектор лжи, да? Да. Провести все. Понимаешь, я должен ответить за все свои действия, за законность, продался я, предался я, сотрудничаю я с кем-то там, подстраиваюсь, ищу личную выгоду, имею я какие-то левые доходы. Понимаешь, одесситы говорят, кто платит, тот девочку танцует. Я не хочу, чтобы наше руководство танцевали. Я не хочу этого. Я полностью тебя в этом поддерживаю, Муса. Я тоже хочу, чтобы у нас была законность. И законность для меня очень-очень важна. И если у нас есть прокуратура, в этом направлении нам нужно работать и разговаривать. По поводу Я тебе контакты Хаважа Сербиева скину, да, может ты с ним сделаешь стрим. Отлично просто, отлично. Муса, у меня к тебе вопрос теперь. Ты, получается, у нас входишь в президиум правительства, правильно? В президиум правительства входят те, кто были избраны, муниципальные, районные, сельские. Сабрил, я объясняю. Депутаты всех уровней избранные, они сохранили. У нас есть постановление парламента о определении органов государственной власти. Кроме этого, туда входят, кроме этих депутатов, входят назначенные последним министром, последним президентом министры и представители в странах зарубежья. Вот эти три категории. Плюс прокурор и так далее. Здесь возникает очень интересный момент. Вот сегодняшний наш разговор для меня, например, он очень плодотворным становится. И то, что есть там и прокурор, и все остальное. Но очень интересно то замечание, которое я, кстати говоря, уже сам видел по поводу, что премьер-министр Закаев сам себя назначил таковым за месяц, за два до того, как Дока объявил об Эмирате Кавказ. Это очень интересно, очень интересно. Фактически премьер-министр, как ты говоришь, это президент у нас по закону получается, и он назначает себя президентом. Значит, какая-то интересная информация у этого человека, инсайдерская информация, которой не было у других. И вот та его напористость, что вот он подхватил знамя, которое якобы бросил Дока Умаров, знамя Ичкерии, это очень сильно объясняет вот эту напористость. Не то, что поддержать своего лидера, который, может быть, ошибся, может быть, совершил даже какое-нибудь там противоправное действие, но он это лидер, это наш человек, который находится на войне, а вместо этого его обвиняют в том, что он взял 500 миллионов, что он плохой человек, там, преступник, ФСБшник и так далее. Давай я тебе справку одну дам. Давай. Дело в том, что, во-первых, он себя премьер-министром назначал еще при живом Масхадове, за что было там определенные действия. Масхадов издал указ, и где было поручено Генеральной прокуратуре возбудить уголовное дело, расследовать этот факт подлога и попытки захвата власти. Это первое. Второе. Есть Дока Умаров, президент. Теперь, значит, мы с тобой грамотные люди. Хорошо, президент совершил какую-то ошибку или преступление. Что делается? Даже если его законным образом сместили, вместо него должен вступить кто? Вице-президент. Вице-президент, совершенно верно.
Понимаешь? А тут всех, кто воюет, кто дома, их там смели, да, и появляется здесь Сараляпов, который через Москву прилетел, ему в Москве дали загранпаспорт, визу и деньги, их завез Вагапов Тутак. Или Тутаков Вагап, какой? А Тутаков Вагап. Тутаков. Он их привез, они там драку устроили за этих денег, там на 260, сколько там тысяч долларов он кинул. Он не раздал то, что было положено этим. Вот ты представь себе, в Турции лидер курдских сепаратистов, который сейчас сидит, Аджалан или кто он? Да, Абдуллах Аджалан. Что он через Турцию прилетит в Париж. Можешь? Ага. Нет, конечно. Вот точно так председатель парламента, якобы, да, квази-председатель, через Москву до Франкфурта на Майне и сюда приезжает. Это вообще Муса, совершенно верно. Сейчас просто успокойся. Я просто хочу эту ситуацию до наших зрителей довести, чтобы поняли, потому что я сам на себе это все сейчас испытал, когда я начал вот этой деятельностью заниматься. Я прекрасно понимаю, как ставят тебе палки в колеса, как тебе мешают, и когда ты реально пытаешься что-то делать. И как тебе не мешают и даже помогают, когда ты делаешь то, что им интересно. Еще один вопрос, Муса. Аслан спросил у Мусы, как относился к Жахар Кадырову старшему. Никак не относился. Он зам муфтия был во времена Джахара. Не, он не знакомый, так особо близко не знакомый. Нет, они знакомы были. Как его, Махмуд Хусейн Хаж Алсабеков уехал, сбежал, и этот зам муфтия он ходил, и, по-моему, назначение муфтия, он даже не при Джахаре, по-моему, у него было. Позже уже был. Он так зам муфтиями ходил, его там называли. Джахар как-то с настороженностью к нему относился. Ну, видимо, он читал его личное дело КГБ. Я не уверен, что он личное дело читал, понимаешь ты? И у тебя, и у меня это бывает, ты человека увидел, да, и как-то бывает, что ты его принимаешь сразу, да, бывает как какое-то отторжение, да, а поскольку люди такого уровня, да, обладающие, ты сейчас тоже не молодой, да, ты с возрастом, так, сколько тебе, 45? Да. Да, вот с возрастом ты уже понимаешь, ты уже смотришь не на его улыбки, там, лицо, ты его как-то воспринимаешь как цельность, да? И поэтому у тебя сразу как цельную, вот как магниты, да? Их не можешь встретить, да? Вот типа того. Поэтому я думаю, что так это было. У меня у самого так бывает, что вот я одного человека принимаю, сейчас это уже с возрастом, а другого вот никак, как бы он красиво не говорил, я его принять не могу. Что-то мне внутри подсказывает, что что-то там не то. Понимаешь? Так. Сабина за 20 лет Закаев слил Ичкерию. Совершенно верно. Так, Тутаков всегда умудрялись кормушку грызть, тут говорят, Тутаковы. Это, наверное, не один. Нет, да? неправда. Тутаковы, это неправильно говорит. Тутаков. Его младший, ты, наверное, видел, все, наверное, видели, на пианино сидит, играет там, в разрушенном городе у нас, да? Наш воин. Так, это как раз Валик Тутаков вышел. Рядом с ним Садейщичком Эльвиев Тахан, он сейчас в Германии. Не надо говорить Тутаков, вы там. Да, персонально должно быть, да. Да, это некрасиво. Совершенно верно. Друзья, есть еще вопросы у вас? Муса, мы уже 1,5 часа в эфире. Если сейчас вопросов не поступит, ты можешь сказать свое мнение, какое, как ты считаешь. И на этом я сегодняшний стрим подведу к концу, закончу его. И тебе слово. Ты можешь... Мнение Муса. И я буду рад тебя видеть на моем канале почаще. Да. Без проблем. Много что есть обсудить. Мое мнение одно, каждый из нас должен осознать, что от каждого из нас зависит наше будущее, будущего народа. А если мы не будем едины на нашем общенациональном пути, если мы будем личную выгоду ставить выше общенациональной, мы будем
постоянно находиться, извиняюсь, в заднице. Нами будет легко манипулировать. Понимаете? И я хочу, с первого дня, как я здесь приехал в Европу, я эту молодежь нашу шугал, они от меня буквально там чуть ли не убегали. Я требовал, чтобы они учились. Слава Богу, сейчас учиться. Я им говорил, входите в бизнес, в политику, будьте активными. Сейчас есть такие. Вместо этого за нами следом прислали агентуру, которая начала там говорить иш, да, скафиски, иш, адвокат, штабиз, кицабиз. Когда самой длинной бородой поймают, он сразу кричит адвокат Хавали. Да. Если бы я бы говорил, что адвокатам не нужно, я бы просто я бы это никогда не сказал, я прошел бы по этому пути, я бы тогда его больше уважал бы. Я не знаю, кто-то помнит или нет, в Лондоне был такой какой-то там шейх, да, который говорил, что там кафирские знания не нужны там и так далее. А когда его хотели депортировать с Англии, он 3 лучших адвокатов нанял. Конечно. Понимаете? Да. И что лезть? Надо либо как это Абраму сказали в бане, либо трусы надень, либо крестик сними. Понимаешь? Совершенно так верно. Нельзя. Если ты мужчина, если ты действительно такой, действительно веришь в то, что ты говоришь, иди по этому пути. Даже если ты не прав, я его буду уважать. Потому до конца пойдет. Да. А когда там здесь ходят, орут, кричат, как только начинают скулить, я им помогал. Но уже уважения у меня к ним нету. Понимаешь? Я хочу, чтобы наш народ был лучшим, достойным, образованным. Чтобы, взглянув, увидев любого из нас, любую женщину, девушку из нас, чтобы завидовали и хотели стать такими, как мы. Вот что я хочу. А для этого нужно немного учиться, иметь мозги, думать и различать правду от неправды. Все. Баркал, как раз это был вопрос, и ты, я не задал тебе его, ты уже начал этот вопрос отвечать. Муса, спасибо, что ответил на мои вопросы, и я надеюсь, что мы еще с тобой пообщаемся на разные темы, очень интересные. Всего самого хорошего, друзья, спасибо, что смотрите, спасибо, что поддерживаете. Адикюэль маш ойл. Musa adikler. Büyüs de alıyor. Melbourne,